Изопроцессы в идеальном газе. Идеальный газ – это газ, который в точности подчиняется газовым законам. Реальные газы подчиняются лишь приближенно, и тем меньше, чем больше давление и меньше температура. Изопроцессы – это процессы, при которых один из параметров состояния вещества – это давление, объем и температура – остаются неизменным в течение всего процесса. Когда постоянная температура – это изотермический процесс, изобарический процесс и изохорный. Изотермический процесс или закон Бойля-Мариотта. Согласно закону Бойля-Мариотта, произведение давления на объем является постоянным. Начертим график зависимости давления от объема. Он имеет вид гиперболы, и температура, чем выше температура, тем выше находится график. V1, V1 и V2, V2. Объясняется это тем, что чем выше температура, следовательно, увеличивается либо объем, либо давление, потому что газ расширяется, то есть из-за высокой температуры расширяется. Если есть возможность, он изменяет объем. Если нет возможности, то в смысле изменяется либо объем, вот объем по отношению, так, возьмем какую-то точку, вот тут, да, где-то возьмем точку, вот, выше температура, и в этом случае, если мы не даем измениться объему, объем тот же, то изменится давление. Если мы даем возможность расшириться газу, то с повышением температуры с Т1 на Т2, то, следовательно, увеличится объем. Графики зависимости объема от температуры, температура постоянна, так как объем не может снизиться до нуля, то график не чертится до пересечения с координатной прямой. И аналогичный график изменения давления от температуры. Также при постоянной температуре давление при изотермическом процессе, изотермический, изотерма, постоянная температура, а давление изменяется. Вот они все графики 3. Второй изопроцесс изобара, изобарический при постоянном давлении. Также он еще называется закон Гей-Люсака. При постоянном давлении объем данной массы идеального газа прямо пропорционален его абсолютной температуре. И 3 графика зависимости. Давление 1, давление 2. При этом давление 1 больше, чем давление 2. Т1. В2, В1. У нас постоянное давление. И при увеличении температуры изменяется
объем. Вот, прямолинейная зависимость. Но если мы рассматриваем при разных условиях, то есть давление 1 или давление 2, график изменяет угол. Давление 1 больше, чем давление 2, так как при неизменной температуре большему давлению соответствует меньший объем газа. Большему давлению соответствует меньший объем газа. Естественно, газу не даем расшириться, он давит. Следующий изопроцесс изохорный. Изохора. Это процесс изменения давления газа, вызванный изменением температуры при постоянном объеме. Закон Шарля. Отношение давлений прямо пропорционально отношению температур. И 3 графика зависимости. P1, P2. Давление V1 больше, чем V2, так как при неизменной температуре большему давлению соответствует меньший объем газа, согласно закону Бойля-Мариотта. И график зависимости давления от объема при постоянном объеме. Значит, объем постоянный, давление изменяется по графику прямой. И график зависимости температуры от объема, который постоянен. При изохорном процессе также имеет вид прямой. Изохора.